Профсоюз образования принимает гостей. Преподаватели Российского исламского университета имени Кунта Хаджи, заведующий кафедрой шариатского факультета Хасан Баснукаев и кандидат исламских наук, доцент кафедры исламского права Дуквах Эльмурзаев рассказали о значимости священного месяца Рамадан. В малом зале Дома профсоюзов состоялась встреча профсоюзного актива с заместителем главного редактора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Натальей Качеминой. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. По доброй традиции, сложившейся в профсоюзе образования в священный для всех мусульман месяц Рамадан, руководство профсоюза организовали посещение зиартов. Вот этот стенд я оформила по заработной плате по нашей школе, как оплачивается по 184 положению, постановлению, и вот минимальные зарплаты, какие у нас идут. Молодые специалисты у нас не до 30, все получают по 30%. С 13 по 15 июня республику посетила заместитель главного редактора профсоюзной газеты «Солидарность» Наталья Качемина. Цель ее приезда – ознакомление с работой Федерации профсоюзов Чеченской Республики. В рамках пребывания она посетила первичные профсоюзные организации средней школы номер 60 города Грозный и Исламского государственного университета имени Кунта Хаджи. В зависимости от региона начинает свою работу, мотивацию со студенческой скамьи. Неважно, среднее это учебное заведение или высшее. У вас, наверное, так же происходит, что новые учреждения, новые люди, они вступают в профсоюзную организацию, и вам приходится, видимо, постоянно организовывать новые первички, да? Далее в малом зале Дома профсоюзов состоялась встреча профсоюзного актива с заместителем главного редактора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Натальей Качеминой. В мероприятии приняли участие руководители членских организаций, входящих в состав ФПЧР, председатели координационных советов организаций профсоюза, представительства ФПЧР в муниципальных образованиях Чеченской Республики, профсоюзные активисты и другие. Открывая встречу, Хусейн Салтыгериев приветствовал гостью и рассказал о цели визита Натальи Качеминой. Газета «Солидарность» начинает новый проект. Значит, они раз в месяц или раз в квартал будут писать по деятельности той или иной членской организации Федерации независимых профсоюзов России. Газета «Солидарность» начинает новый проект, который заключается в том, чтобы раз в месяц или квартал на страницах газеты будут писать о деятельности одной из членских организаций. Руководство газеты изъявило желание начать этот проект именно с Федерации профсоюзов Чеченской Республики, что воспринимается нами как знак особого внимания к нам. Очень почетный и ответственный со стороны руководства Центральной профсоюзной газеты, за что мы выражаем свою благодарность. Очень благодарна за внимание, которое в Чеченской Республике, профсоюзы Чеченской Республики уделяют как газете «Солидарность», так и тем рекомендациям, которые Федерация независимых профсоюзов дает членским организациям в отношении информационной политики, информационной работы. Я благодарна за хорошую подписку газеты «Солидарность». И это говорит не только о выполнении рекомендаций, но это говорит и о заинтересованности людей, которые работают в данном регионе, в профсоюзной среде, заинтересованности в том, что не только внутри республики происходит, но и извне. Наталья Качемина рассказала о встречах, проведенных в рамках визита, и поделилась своими впечатлениями от посещения Чеченской Республики. Очень благодарна вам за то внимание, которое уделяют профсоюзы республики, как газете «Солидарность», так и тем рекомендациям, которые ФНПР делает членским организациям в отношении информационной политики и информационной работы. Я благодарна за хорошую подписку газеты «Солидарность». Это говорит не только о выполнении рекомендаций, но это еще говорит и о заинтересованности людей, которые работают в профсоюзной среде в данном регионе. Заинтересованности в том, что происходит не только внутри республики, но и за ее пределами. Это значит, что именно здесь профсоюзы других регионов и разных отраслей смогут найти солидарную поддержку в случае возникновения каких-либо сложных ситуаций. Поэтому тот уровень информационной работы, который показывает профобъединение республики, я уверена, в будущем будет только расти, отметила заместитель главного редактора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». В рамках встречи обсудили и другие вопросы, касающиеся информационной политики профсоюзов, вопросы организационного характера, активного использования социальных сетей, участия в различных конкурсах и так далее. Присутствующие на встрече руководители различных профсоюзных организаций, журналисты смогли задать интересующие их вопросы, на которые в ходе состоявшегося диалога получили развернутые ответы. В завершении мероприятия собравшиеся поблагодарили Наталью Качемину за подробную информацию, которую она рассказала, и выразили надежду на скорую встречу в ближайшем будущем.
По доброй традиции, сложившейся в работе аппарата Ревсовета профсоюза образования, в священный для всех мусульман месяц Рамадан прошел цикл мероприятий, инициированных руководством профсоюза образования. Встречи с богословами республики и посещение зиартов почитаемых народом святых. Специалисты Ревсовета в Курчелоевском районе совместно с руководством и работниками аппарата профсоюза совершили в июне паломничество в зиарт Ташухаджи в селе Саясан Нажаютовского района. Далее представители профсоюза образования посетили зиярт Хейди Кишиевой, матери Кунта Хаджи Кишиева, расположенной в Виденском районе. В дни окончания священного месяца Рамадан сотрудники аппарата Ревсовета профсоюза образования в третий раз совершили паломничество к святым местам. На этот раз это был зиярт Абу-Шейха Башир Хаджи, расположенный в селе Аксай Хасаюртовского района Республики Дагестан. أبوسا أبتيس هختديشة ألدو شاش قيقن وسي خوزي وغر واسأل شو خوزي قيقن خلر بيلدو يشنا شو تان هذا يحكن خرج وي دوس ألشيهن شو هذاش دحر داخنا خردو خوزي ها وي تشكي شادو أبو أبتي زيرش تداخن لو أبوسا بيودا و تا خوزي هرا إذ دادغنش تقيسوش بايشر شكاحة خوزي حويان وخينو أبو. Как сказано в источниках, Абу-Шейх родился в 1810 году в селе Эндере. Долгие годы проживал в Виденском районе, а затем со своими двумя дядями переселился в Аксай. Проповедь ислама стала делом всей его жизни. Он не только призвал людей соблюдать сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но и на своем примере показывал, какие деяния угодны Всевышнему и чего должен остерегаться истинный мусульманин. В селе Аксай похоронены Абу-Шейх, его сын Апти и близкие родственники фамилии Башировых, которые являются прямыми потомками Абу-Шейха. Паломники при посещении могил святых прочитали дуа, прося исполнения своих желаний. Сотрудников Ревсовета сопровождал прямой потомок Абу-Шейха в 4-м поколении Баширов Саид Магомед, телеведущий канала «Грозный». Он подробно рассказал о жизни и богоугодных делах, совершенных Абу-Шейхом, о том, что по истечении времени он становится во главе нового братства Накшбандийского тариката, распространившегося в Чечне и Дагестане, что и у Абу-Шейха обучались многие мусульмане из разных сел нашей республики, впоследствии ставшие известными шейхами. «8 июня в Малом зале Дома профсоюзов состоялась приуроченная к священному месяцу Рамадан встреча сотрудников аппарата Ревсовета профсоюза с известными в республике богословами, преподавателями Российского исламского университета имени Кунта Хаджи, заведующим кафедрой шариатского факультета Хасаном Баснукаевым и кандидатом исламских наук, доцентом кафедры исламского права Дукваха Эльмурзаевым. Üçte derşe edem cin qallar arş o buyara şin ibadet deyt. Şin amal ibadet deyt. Amal ibadet bu gudu milх ve deştol dikuma del rez boştol huma dal tuqdıştol ibadet to. Tawal cumiyat şa dik lamaz diç ahvoz. İlamaz benna ibadet. Faklaniyat datmat. Ama abyaş bol bolha ibadet to. النية نوحنا البعد شو عبادة ياليون نقول. إيش تساعد العبادة تون؟ نيغلق حشر عبادة تونا. عيدوز القابر عبادة تون. عيديس نيز ذكر العبادة تون. В ходе выступлений богословы напомнили участникам встречи, какое значение имеет месяц Рамадан и что держать пост в этот месяц – святая обязанность каждого мусульманина. Привели примеры того, как соблюдение поста оберегает и охраняет человека от многих пагубных деяний, почему пост является благородным и богоугодным делом. Рассказали об обрядах, необходимых выполнять при соблюдении поста и при завершении священного месяца. Остановились на моментах, при каких случаях нарушается пост. В ходе встречи богословы ответили на многочисленные вопросы, заданные участниками встречи.
أكبر أتشويوك شو تأتشو أسنان شيء بعد خصو دل أرخيتي شنا شيء أصحابش تخيت والله اللي بار أسنين أتبيرت بوشوش أوما بوشن دير ويت بوش بطيحة سندلا هذا أوجد دكتور شو أخذوا دار شا قلا قلنا دار شيء ندير نعمة دل وسق أس دار ستخلنا بعد الدقة دون كده دو شو من قدر وين لامز تدي النعمة تدي النعمة حاجة أو حتى تدي النعمة هو من شيء مودرس تدي وين بيدن ديشتو وين نسبة لري وي توبلن تديشتو وي توبلن أكل شوي شو عال شو هو يرش مدرسة مخيز الدين والمعاملة على يربطوا بدي هودي دوهم دي بوشت هودي أكيد يقوم تكشون لرويش. Подобные встречи с различными деятелями не редкость для профсоюзных активистов. На таких открытых площадках можно задавать руководству напрямую вопросы, которые действительно волнуют педагогическое сообщество, а с представителями творческих профессий, с учеными, с богословами можно обсудить насущные проблемы. С 1 июня основная часть педагогического коллектива нашей школы ушла в ежегодные оплачиваемые отпуска. Однако по сегодняшний день отпускные выплаты нам не произвели. Правомерно ли это и какие действия предпринять, чтобы получить свои отпускные? Сроки выплат отпускных четко определены Трудовым кодексом Российской Федерации. Такие выплаты должны производиться не позднее, чем за 3 дня до ухода работника в отпуск. Если данное условие не выполняется, то работодатель может понести материальную ответственность в соответствии с трудовым законодательством. 236 статья Трудового кодекса гласит, что за задержку выплат организация обязана выплатить работнику денежную компенсацию. Размер такой компенсации должен быть не меньше, чем 1/150 ставки рефинансирования Центробанка на день фактической выплаты отпускных за каждый день просрочки. В случае, если отпускные не выдали вовремя, работнику нужно обратиться в первую очередь в профсоюз. Существует также Госинспекция труда, которая уполномочена следить за выполнением работодателями их обязательств в отношении работников. Есть прокуратура как правоохранительный орган. Также у каждого есть право защитить себя в суде. С формулировкой «в силу производственной необходимости» нас, учителей школы, вопреки нашему желанию, под угрозой увольнения отозвали из ежегодных оплачиваемых отпусков. Правомерно ли подобное действие со стороны директора? Трудовое законодательство разрешает прервать отпуск работника в силу производственной необходимости, но работодатель не может этого сделать без письменного согласия работника. Если работник против, администрация школы не в силах заставить отдыхающего вернуться к работе. И отказ прервать отпуск не повод для увольнения. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении судами Российской Федерации Трудового кодекса разъясняет, что работник, независимо от причины, имеет право не выходить на работу до окончания отпуска. И это не будет рассматриваться как нарушение работником трудовой дисциплины. Поэтому угроза увольнением за отказ прервать отпуск и выйти на работу – это неправомерные действия. И если такое случится, то работодатель может быть привлечен к ответственности. На какой максимальный период можно брать отпуск без содержания? На основании норм статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. При этом следует учитывать, что работодателям не вменена обязанность по предоставлению таких отпусков, их предоставление осуществляется исключительно по соглашению сторон. Максимальная продолжительность отпуска без сохранения заработной платы Трудовым кодексом не установлена. Если работодатель сочтет указанные в заявлении причины весомыми, а отсутствие работника отрицательно не скажется на деятельности организации, он может предоставить ему длительный отпуск без сохранения заработной платы. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, дорогие ребята. Мы с вами должны создавать все условия для счастливого детства нашего подрастающего поколения, чтобы они выросли достойными гражданами своей республики, чтобы они нас радовали своими успехами. 1 июня – прекраснейший и важнейший день в году, ведь это праздник тех, для кого праздники так дороги. Первый день лета – День защиты детей. Но и в этот праздничный день воспитанникам детского дома творчества Октябрьского района Грозного не удалось провести его дома. Они стали участниками прекрасного мероприятия, организованного Домом детского творчества.
У нас обучаются творческие, энергичные и трудолюбивые дети. Они бы сами не захотели провести праздник, сидя дома, говорят педагоги. Вместо этого воспитанники участвовали в праздничной программе, посвященной Дню защиты детей. Концерт прошел под звуки аплодисментов и детский смех. На празднике присутствовали и педагоги, и родители, представители администрации района, творческая интеллигенция, редактор детского журнала «Стел Ад», представители совета старейшин и префектуры района, которые поздравили детей с их праздником, пожелали им успехов в учебе. Я бы хотела наградить от профсоюза за достигнутые успехи в развитии социального партнерства и активное участие в укреплении профсоюзного движения директора Дома детского творчества Гарсееву Асят Ахьядовну. Ежегодно в этот день проводим такое мероприятие праздничное с участием наших звезд Дома детского творчества. У нас в этот день выступают победители районных, республиканских, городских, региональных и российских конкурсов. У нас в этот день выставляются работы, чтобы дети могли показать всем, каких успехов они достигли, и чтобы родители могли видеть, чему учатся здесь дети. Сегодня, подводя итоги нашей деятельности за год, приехали нас поздравить наш коллектив, который плодотворно поработал в течение учебного года, представители Республиканского совета профсоюзов. Были отмечены лучшие из лучших педагоги дополнительного образования нашего детского дома творчества. Были вручены награды, призы, ценные подарки. Песни, танцы, творческие номера – это еще не все. На суд гостей была представлена выставка юных любителей искусства. Здесь показали поделки, которые готовили в течение года. Многие из них отмечены благодарственными письмами, грамотами и подарками. Профсоюз подводит итоги первого полугодия своей работы. Сделано немало, а предстоит еще больше. В соответствии с программой развития деятельности профсоюза, решением исполнительного комитета профсоюза образования постановлено 2017 год объявить годом профсоюзного пиар-движения. В результате чего поставлена цель обеспечить активное участие профактива всех уровней структуры Республиканской организации профсоюза в объявленном профсоюзном пиар-движении. Учитывая особенность региона и иные аспекты, Президиум решил 2017 год Чеченской республиканской организации профсоюза объявить годом профсоюзной информации. Заместитель председателя профсоюза образования Тамара Эльмурзаева подробно рассказала о проделанной работе. Еще в январе, в начале года, мы запланировали план мероприятий, утвердили его на президиуме по реализации года пиар-движения профсоюзной информации. В своем плане мы наметили около 29-30 мероприятий, которые должны проходить в рамках вот такого форума, обозначенного этим годом. И вот первое полугодие оно было очень таким бурным, интенсивным, потому что на первое полугодие выпало много мероприятий. Из 29 намеченных мероприятий мы выполнили уже более 16 мероприятий, но это касающиеся информационных технологий, пиар-движения. Также в рамках года профсоюзной информации здесь у нас в республике прошла информационная конференция. Она называлась «Актуализация эффективной информационной работы профсоюзных организаций Северо-Кавказского федерального округа». Здесь встречались все республики Северо-Кавказского округа, профсоюзные организации, представители этих республик. Каждый выступал со своим выступлением, рассказывал, как у них проходит год пиар-движения, какие мероприятия они разработали у себя в профсоюзной организации. А также в преддверии этой конференции у нас здесь побывала рабочая группа Центрального совета Общероссийского профсоюза образования. Мы в нашей передаче уже говорили, мы провели несколько конкурсов среди профсоюзных активистов. Это лучший уполномоченный по правозащитной работе, лучший уполномоченный по труду и заработной плате. Мы также провели мониторинг
мониторинг информационных ресурсов, которые сейчас в данный момент могут наши первичные организации воспользоваться, какими ресурсами у нас есть. У нас работает активно наш сайт, новостной блок, ни одно мероприятие, которое проводится в республике, касающееся профсоюзного движения, образования, мы не пропускаем. Это тоже отражается на нашем сайте, также в сети Instagram, у нас есть страничка на Фейсбуке. То есть мы в этом году решили как можно шире осветить всю информационную мощь нашей организации. Также мимо мы не прошли таких знаменательных дат, как День Победы. Здесь тоже мы очень большой информационный материал подготовили буклеты, посвященные учителям, участникам Великой Отечественной войны. Журнал такой же прошел у нас. Также здесь у нас в фойе нашего Дома профсоюза была организована выставка. На этой выставке мы выставили фотоматериалы за последние 2 года деятельности нашей республиканской организации. То есть это была наша деятельность в фотографиях, как мы потихонечку после отчетно-выборной конференции, вот наши дальше 2 года нашего нового отчетного периода, как мы работаем, какие мероприятия мы проводим. Буквально сегодня мы получили уже печатное наше издание, которое мы подготовили по итогам той конференции, которую я выше назвала, где участвовали весь Северокавказский федеральный округ. Эти журналы уже будут разосланы в наши регионы. Здесь отражены все материалы и вся новостная информация, которую мы получили от этих республик. Также в этом году мы запланировали, уже посетили 9 районов нашей республики, и в каждом районе мы посетили каждую первичную профсоюзную организацию, дабы узнать ее информационную, организационную составляющую, как у нас на местах профсоюзный актив работает, помогли им в организационном плане, в практическом, методическом плане. И планируем на второе полугодие оставшиеся 9 районов посетить первичные организации. Это дает нам очень большой материал о том, какие у нас достижения есть на местах и какие пробелы в нашей работе, в чем нужно помочь нашим профсоюзным активистам. Помимо этого, местным профсоюзом образования разработано приложение «Рессовет.Инфо», которое держит в курсе происходящих профсоюзных событий всех педагогических работников. С помощью него можно узнать свежие новости, получить рассылку с важной информацией, посмотреть программу «Вестник профсоюза образования» и многое другое. Также запланировано викторину после публикации обновленной версии приложения. В приложении в разделе «Объявления» в определенное время суток будут публиковаться вопросы различной тематики. Первый пользователь, который через раздел «Обратная связь» пришлет правильный ответ, будет поощрен в виде пополнения счета мобильного телефона.